Так, друзья, всем доброго дня. Мы с вами продолжаем тему с типами эмоциональных волн, но я пока начну, знаете, немножко другой вещи. Мы с вами заканчиваем, собственно, этот бесплатный формат. Мы сделали это для себя тоже во многом, чтобы понять, как вообще нам двигаться дальше, для того, чтобы нам быть полезными вам, чтобы вы получили максимальную пользу, чтобы нам тут не порваться, да, потому что работы очень много здесь. Да, и чтобы это было игра выиграл-выиграл, да, для всех будет эффективно. Да, поэтому, собственно, мы с вами тренируемся. Так, вы пишете, сейчас посмотрю, что вы пишете. Карты нет, подтверждение звука дошла как зритель. Благодарю. Ну, мы пока тут все как зрители. Если карты нет, напишите администратору, она вам сделает. Единственное, что не прямо сейчас, да, потом посмотрите. Что мы делаем дальше? Я недавно нашла вот эту картинку потрясающую в интернете, где мы, к черту подробности, кто мы. Вот этим мы и будем заниматься в ближайшие 2 месяца. 2 месяца мы будем заниматься этим. Так, а, классная картинка, правда? Вот, мы будем в апреле и в мае отвечать на вопросы. Апрель – кто я? А май – где я? Это обусловлено определенными вещами. Сейчас я вам все расскажу. У нас сейчас проходит курс PTL2. Циклы мы проходим сейчас, обучаемся с девочками. И вот эта картинка оттуда. Есть такое понятие, как крест жизни. То есть есть наш инкарнационный крест, то есть задача воплощения. Это смотрится в нашей мотивации. Это вот моя карта. То есть это кто мы. Привет, да, всем. Это кто мы. Вот наша мотивация. То есть то, для чего мы пришли сюда. Ну, собственно, это не совсем кто мы, потому что в нас есть две души, можно сказать. Душа тела и душа сознания наша. Все это соединяется нашим магнитным монополем, и мы имеем вот эту с вами такую объемную игру, где есть зритель, есть непосредственный участник этого всего. Вот наш магнитный вернее, наш кристалл личности – это зритель. То есть он пришел сюда что-то узнать. То есть он пришел в кино, и он в этом фильме что-то свое смотрит, что-то свое осознает. Вот это моя мотивация, да, то есть я пришла сюда для пробуждения. Звучит круто, прям сильно. Но просто называется линия 54.4. Пробуждение, просветление. Там же затемнение лежит, поэтому еще неизвестно, сойду ли я с ума или просветлею, или вообще ничего не произойдет. Но эта энергия работает через помощь в этом смысле другим людям. Да? То есть я получаю свое, помогая другим. Собственно, что я и делаю. И мотивация, у меня шестая мотивация, там невинность, в общем, мне нужно быть больше таким наблюдателем, там, безоценочным, тогда я начинаю видеть всю эту игру. Тоже этим, собственно, и занимаюсь. Конечно, долгое время я жила в искажении, и благодаря дизайну человека там, в свое время я многие вещи вообще поняла, что когда мы в ложном я, мы живем ровно в другую сторону, да, то есть мы ровно в другую сторону движемся. Вот это кто мы, но у нас есть еще сознание тела. То есть эти две души, сознание да, наше и сознание тела. И вот непосредственным участником этого всего безобразия является наше тело. То есть оно создано, прошито под вот эти условия, в которых мы живем. Вот мы являемся с вами вот этим. Собственно, это наша задача этого воплощения. Да? То есть это то, чем мы являемся на 70%. Все остальное – это такие уже декорации, скажем, да, это прибамбасы какие-то. Ну, там, не знаю, есть, допустим, вот костюм, можно на костюм нацеплять всяких там бахромы какой-нибудь, там, погону, можно это будет менять, да, согласитесь, если погону прилеплю, это уже будет другая совсем история. Если там какой-нибудь бант прикреплю, тоже будет другая история. Но это декорации уже больше. Вот все остальное в нашей карте – это такие дополнения какие-то, да, можно посмотреть на любую, собственно, карту. Вот я сейчас вам покажу. Алена у нас первая стоит тут, вот, видите, то есть есть вот эти верхние квадратики – это кем Алена является. То есть то, для чего она пришла в эту жизнь, ее смысл, ее задача, каким образом, откуда и куда она движется. Вот это все остальное, вот эти, как бы их больше, конечно, но это декорация. Соответствие этого можно найти где угодно. Даже в тех же картах Таро там есть старшие арканы, их меньше гораздо, чем всех остальных.
почему такая метафора пришла, не знаю, для кого-то, видимо, она нужна была. Есть у нас 4% клеток, которые там, про сознание, все остальное это клетки, которые с другими задачами. И в карте это видно, вот как мы, да, и наши какие-то дополнительные какие-то свойства. И эта тема будет следующего месяца. Мы будем разбираться с теменем и аджной. Теме и аджна, вот они, теме аджна, они как раз содержат эти две души, кристалл личности, кристалл дизайна. Это наше мышление, это наши нейронные связи, это глубина восприятия вообще этого мира, это осознанность, это там, корректность, все живет здесь. Но работа этих центров, она вторична, на самом деле вторична. Ну, в общем, будем, кстати, разбираться, как это работает. И поскольку это напрямую связано с темой PHS и мотивации, мы пойдем в практику не просто разбираться с темой немаджной, мы будем разбираться с темой PHS и мотивации. То есть те, кто идут на тариф практик, пойдут в мотивацию еще, мотивацию и в PHS. У нас какие-то курсы записаны, что будет новое, то есть, и здесь уже будет работа по группам. То есть, смотрите, в марте мы работаем, как работали, ничего тут меняться не будет, мы будем дорабатывать там эту групповую работу, она сейчас формируется, мы там, в общем, много чего делаем в этом отношении. Но в апреле мы уже перейдем к системной работе и работе в группах. То есть те, у кого тариф практик, будут еще групповая работа с вашими кураторами. То есть те люди, которые в дизайне человека какое-то время, да, уже, сложно сказать, давно-недавно, то есть они уже прошли свой путь определенный, и они могут вам помочь в ваших личных процессах. Это даст больше индивидуальности в вашей работе. То есть будут также точно встречи, как сегодня, но еще будет поддержка в группе. Это очень важно на самом деле, и вам даже, может быть, больше даст работа в группе, чем вот эти эфиры, которые я провожу. Итак, в апреле мы будем разбираться с нашей головой, теме Ачна. Для тех, кто идут на тариф практик, будем разбираться с темой PHS, мотивации. Не просто разбираться, мы будем практиковать. Для того, чтобы выстроить нормальное наше мышление, чтобы наши нейронные связи развивались, а не сокращались. И мы пришли к той самой осознанности. Важная тема, очень важная. У нас есть 4 шага трансформации, они выглядят вот так вот. Да? Ну, я сразу выделила, что мы будем делать. 4 шага трансформации – это питание, работа мозга. Что-то съехало, все. Ладно. Это Солнце и Земля. Второй шаг трансформации – это среда, узлы. Потом идет перспектива, взгляд, тоже узлы, и потом мотивация, 4-й шаг. Вот, собственно, для того, чтобы у нас произошла вот эта трансформация личная наша, нам нужно вот эти 4 шага выстроить. 4 шага. Все остальное – это дополнительные плюшки в нашей карте. И вот я выделила то, что мы будем делать с вами в апреле. И хочу сказать, что если вы проходили какие-то курсы, уже много чего знаете, это еще ничего не значит на самом деле. Вот мы сейчас проводим практикум по дизайну человека, мы берем базовые вещи, это центры, и там очень много людей, которые уже даже PTL прошли. Ну, их не так много, но они есть. И поверьте, это дает осознание, да, то есть мы не просто изучаем, как это там центр такой, это дает включение в саму энергию. И моя задача вас не просто проинформировать и рассказать вам о том, как это круто, что такое это. Это ничего не дает, кроме того, что ваш ум раскачивается. Задача, чтобы это работало. Вот моя задача я про эффективность. Я не про то, чтобы поговорить, я про эффективность, чтобы это работало в конкретно взятом человеке. Мне очень хочется жить в мире счастливых людей, а не страдающих, обреченных, жертв. Не хочу. Я не хочу в таком мире жить, поэтому если вам моя позиция откликается, я вас приглашаю, чтобы каждый проживал свою собственную жизнь. Май мы будем разбираться с G-центром. И для практиков плюс узлы. То есть мы прям посвятим весь месяц узлам.
Узлы – это потрясающе важная тема, это наша траектория, наша дорога жизни, то, по которой мы движемся. Вот мы с вами посмотрели на эту картинку, смотрите, у нас есть кристалл личности, кристалл дизайна. И все это соединяется магнитным монополем, который находится в центре G. И для того, чтобы вот это было реализовано, друзья, для того, чтобы вот это было реализовано, недостаточно правильно питаться там, да, по отношению к себе, опять же, а не ЗОЖ, там, это не совсем то, что мне хочется вам донести. Питаться корректно по отношению к своему собственному телу, к своей форме, к своему аватару. То есть у каждого аватара у нас он заточен под свои какие-то вещи, у него какие-то свои там есть особенности, свои активации, и то, что подходит одному, вообще не подходит другому человеку. Вот только что была на эфире там, в одной группе, и вот девочка говорит, что я хочу отказаться от мяса. У нее там каналы вообще про мясо, она еще и восточных кровей, там вообще все на мясе у них построено. А, Когда она говорит об этом, лицо кислое, как кислая капуста, да, такой, хочу отказаться от мяса. Да, девчонки, давай накидывать, как это сделать. Сразу, то есть мы даем, начинаем давать и свои какие-то советы. Вот вообще этого не делайте, пожалуйста, потому что каждый человек уникален. Пока вы не разбираетесь в механике, не надо давать советы, то, что у вас сработало, вообще не факт, что сработает у другого человека. Мы очень-очень разные все. Поэтому я уважаю очень сильно дизайн человека как раз за вот этот подход уникальный, уникальный подход. Мы все очень разные. У меня сработает одно, у вас сработает другое, поэтому мой опыт может кому-то срезонировать, это круто, но вообще не факт, что он поможет. А, Итак, чтобы у нас вот эта наша вся история распаковалась, нам нужно находиться в своем собственном вот этом пути, на своем пути. И эта тема узлов мы взяли именно в мае, потому что в мае меняются коллективные узлы. То есть в мире узлы меняются. Если мы сейчас стоим, с вами в декабре вот зашла тема канала 3740, это канал сообщества. Вот, собственно, наше сообщество родилось, сейчас очень много сообществ разных рождается. Именно вот на этой теме. И вот когда эта тема уйдет, когда уйдет канал 3740 с узлов, узлы – это дорога жизни. То есть это не мы, это вот то, куда мы должны быть встроены, чтобы получить как бы то самое программирование, да, свое правильное, чтобы двигаться именно своим путем, а не чужим каким-то. И мы посмотрим в мае, ну, там, в мае, может быть, в июне, какие сообщества из этого были жизнеспособны. Потому что пока эта энергия идет, мы такие все на ура, давайте сообщество создавать, а потом что будет дальше? А потом у нас идет тема, другая тема десятых ворот, любви к себе, в общем, интересная тоже история. И все пойдет по-другому. Здесь тема и индивидуальности, и коллективных процессов. И мы можем потеряться. Вот мы только адаптировались вот к этому там, сообществу, да, каким-то людям, может быть, только адаптировались под новый путь, все опять поменялось, причем кардинально поменялось. То есть с полименова, с этих обнимашек, с близости, все пойдет опять в разнос. И если у вас нет своей собственной устойчивости, вы потеряетесь. Да, какое-то время пройдет, вы только-только соберетесь, а узлы опять поменяются. Да, и мы сейчас с вами заходим, уже зашли, собственно, да, в последнюю семилетку, вот эту, в 2020 году все начало просто сильно очень меняться. 2020 год, вспомните, пандемия, потом спецоперация, кризис на кризисе, каждый вот этот выплеск, да, как пандемия, потом спецоперация, это на самом деле пики. И мы сегодня как раз будем про эти волны говорить. Процесс – это цикличность, да, цикличность. У всех процессов есть циклы. И мы зашли в последний семилетний цикл, и это как вот племенная волна, по сути, да. Есть пики и вот эти события, которые мы видим, о, спецоперация, или там, о, пандемия. На самом деле это один цикл. То есть это немного кризисов, это один большой кризис. Но кризис – это, друзья, новые возможности. Это новые возможности, и если вы адаптировались, понимаете, как бы, вот представьте, что мир его трясет, нас проверяют там на прочность. Вот те, кто способны адаптироваться к новым, они двигаются дальше. Те, кто не способны, идут в осадок. Я извиняюсь, но, блин, это наша реальность. Дальше будет только веселее все. Поэтому очень важно слышать себя, чтобы вы не вышли в осадок, да, и жили свою жизнь как вот большинство людей, а чтобы вы использовали возможности этого кризиса, вот эти изменяющие события, да, которые, чтобы работали на вашу пользу, а по-другому быть не может просто. И чтобы вы не были зрителем в этом театре, а были его участником. И нужно слушать себя.
И нужно просто понимать, как работает вся эта механика, ну, по крайней мере, свою понимать. Итак, мы в мае пойдем в тему G и тема среда и перспектива. То есть мы с вами за эти 2 месяца будущее, это май и июнь, ой, извините, пожалуйста, апрель и май, мы возьмем вот эти две темы «Кто я, где я». Мы ответим на вопрос этих товарищей двух, кто мы, где мы и куда мы вообще, собственно, идем. Как вам? Как вам эта история нашего будущего на 2 месяца? Ну, в смысле, май-июнь. Опять, извините, апрель-май. Вам отзываются, друзья, или вы все знаете уже? Круто. Вообще круто. Я считаю, вообще круто. Ребята, вам повезло, просто вообще повезло. Алена, чё ржёшь, ты только что зашла. Тебя это вообще в первую очередь жду. Так, ну что, друзья, поехали. Я хочу вернуться к картине Войзовского. Ну, там мы много сами их смотрели, разные картинки. Сейчас даже их верну. Так, помните, да, такая тишина, штиль, все прекрасно, лодки плывут себе спокойно, кораблики эти. Потом начинаются какие-то волны тихонечко, потом посильнее, потом еще сильнее, потом дыдыщ, и вот обломки, у нас тут 9-й вал. У меня, кстати, вот эта картина висела у моего дяди в квартире. Я прям выросла с этой картиной, можно сказать. И снова все хорошо. Снова все хорошо. Так вот, вопрос, если у вас определенный эмоциональный центр, вы, по сути, вот этот океан, море, там, речка, озеро, ну, не речка, скорее озеро, а если у вас открытый эмоциональный центр, вы кораблик. Вот вы кто, кораблик или море, озеро? И какое море еще, скажите? Вы прям э, можете написать даже. Хорошо бы это знать про себя. Море, Алена, да, ты море. И можно посмотреть, как ваше море, как ваши качели, собственно, начинают раскачивать кораблики, которые рядом с вами находятся. Море, корабль. На самом деле, карты людей, которые ну, то есть заявились на этот эфир, мне прям очень интересна динамика, что открытых гораздо больше, чем определенных. То есть людей, которых шатает вот так вот, да, вот они, вот эти кораблики, гораздо больше, чем тех, кто шатает. Парусная яхта, да. Открытый центр. Мы говорим сейчас про эмоциональный центр. Мы продолжаем тему эмоционального центра. Это вот этот треугольничек, он какой у вас? Коричневый или белый? Ну, есть разные другие программы, вот можно посмотреть там как. Там может другой какой-то цвет быть. Ну вот в профессиональной программе он коричневый, а открытый он белый, беленький, как вот здесь вот эго. Итак, у нас белый, да. Значит, у вас вы кораблик, значит. Парусная яхта. Ну, в общем, кто как. Это значит, что вы кораблик. Это значит, что в зависимости от того, яхта, ну, яхта, да, можете взять там какой-нибудь там, знаете, эти огромные такие вот яхты. Вот я, наверное, мне кажется, я большая яхта. Белая тоже, Марин тоже яхта. И баба Катя зашла, я чувствую, да, в эфир. Будьте готовы, да. У меня очень много в моем окружении вот таких вот, как Катерина. Да, и да, качает, конечно, это качает. Хорошо бы, чтобы будут без таких вот последствий. Определен. Если у вас определен, вы море. Ну, море, океан, там определите сами, кто вы. Озеро. Мне нравится это определение. Вот. То есть вы должны понимать, что от вашего состояния зависит то, как рядом с вами люди себя чувствуют. То есть люди себя чувствуют вот так вот. Сейчас я вернусь к картинке. Да, вот прям даже сейчас осознайте прям это. Осознайте эту простую истину. Как себя люди чувствуют себя вот так вот, спокойно, им хорошо, рядом с вами, там птички, видите, летают, там, тишь, благодать. У меня, кстати, вот из окна здесь видно море. Сейчас море спокойное, ну, более-менее такое. И там можно видеть отражение звезд ночью. Например. Если мне хорошо, то и другим хорошо. Наоборот, если другим хорошо, то тебе хорошо. Открытый генератор, рядом живут два манифеста, распределенным национальным центром, ну, проектор с открытым. Ну,
Манифесторы, да, манифесторы шатают вас. Так вот, определенный, у кого определенный центр. Вот вы, если вы вот такой, рядом с вами вот так вот кораблики, да, спокойно. Если у вас начинается там что-то покачивание, то народ начинает там рядом с вами покачиваться. Да, так. Потом посильнее качается. Значит, мне на позитивную сторону, чтобы меня не шатало. Тебе просто нужно не включаться в это. Сейчас в этом. Если пойдет посильнее, то, ну, в общем, я все это уже рассказала, да. Хорошо, чтобы это вот так вот не закончилось, да, что вот для открытых эмоционалов, как Катя, там, как я, например, да, там, Сергей у нас, чтобы мы вот на обломках потом вот этих эмоций, чужих эмоций не оказались. Чтобы мы не совершали разные дебильные поступки, на вот этой эмоции, да, какой-то. Она может быть хорошая, понимаете? Она может такая: "Вау!" И на самом деле открытые эмоционалы, тем, у кого беленький центр, да, вот те вот кораблики, важно про себя знать, что мы все эмоциональные наркоманы. Нам очень хочется вот этой, классной какой-то эмоциональной среды. Вот Катя написала, да, нужно быть в позитивной среде. Нам это не про то, чтобы быть в позитивной среде, это, просто о том, чтобы понимать, как работает механизм. И, кстати, вот я еще раз вернусь к карте. Человек, который писал все эти картины, Айвазовский, да, вот его постоянно штырило, у него есть эмоциональные, вот эти ворота, да, в эмоциональном центре, в открытом эмоциональном центре, индивидуальные, коллективные и племенные. Вот он, собственно, и свое состояние вам и описывает в своих работах. Вот, зная механизм, очень интересно читать, допустим, литературу вы читаете, видите, как человек себя проявляет через книги, через картины, через фильмы. Потрясающе вообще. То есть мы можем только себя транслировать. Все, что мы говорим о себе. Да? Все, что мы говорим про других, мы на самом деле говорим про себе, про себя. Так, ну что, я вам обещала разобрать на примерах карт. Смотрите, я хочу напомнить, я прям другие слайды нашла с курса Raif ABC. Вот те, кто хочет учиться и был уже на практикуме, был на ливинге, приглашаю, мы скоро стартуем. Итак, у нас есть племенные волны. Это тема поддержки. Это вот такая вот волна, да, накручивается, как лебедка. Она накручивается, взрывается. Для меня это очень сильно похоже, извините, на секс. То есть до оргазма доходим, да, опустошение. Да, сначала накручивается все это. Ну, это на самом деле вообще эмоциональный центр – это секс, еда, наслаждение, кайфушность от жизни. Секс в первую очередь. И здесь только близость, именно близость, да, такая, когда не просто секс, да, близость с конкретным человеком. И здесь, конечно, очень важно с такими каналами 1949, 3740, очень важны люди именно, свои люди, чтобы это был не просто человек, а именно мой человек. И эта тема поддержки, это тактильность, прикосновение, запах. В общем, мы это тоже с вами говорили уже. И у нас нет ни одного человека, нет, у нас один человек зашел, но там немножко другая энергия. На одном из эфиров был молодой человек, он спросил, что один канал вот мы тут не задействовали, почему так? У нас есть канал, который называется канал спаривания как раз, дизайн сфокусирован на воспроизводстве. Это канал 59.6. Он тоже, то есть, по идее бы он работал тоже так, как лебедка, но он работает по-другому. Он работает, э, там как бы нет ясности, потом раз. То есть там нет этого накручивания. Шестые ворота и 59.6 – это начало всех эмоциональных волн. Там очень много зависит от того, в какой линии находятся шестые ворота. Но, в принципе, это волны, здесь рождают волны. То есть это исходник такой, источник. И у нас нет ни одного человека, или нет, есть. Вот Ника у нас есть, да, 59.6. Как раз 59.6. Вот здесь Ники, важно про себя знать. Вообще 59.6 мы говорим о том, что это дизайн сфокусирован на воспроизводстве. Да? То есть благодаря именно этому каналу рождаются дети. Но это не значит, что Нике сейчас нужно там пойти срочно рожать каждый год там, по новому человеку. Нет. Эта энергия, во-первых, сейчас очень сильно меняется. Вообще тема племени, она меняется, потому что идет разрушение в канале 1949, у нас мужское бесплодие, там, мутация в простате, и тема сообщества вообще, в принципе, меняется. И вся эта история с пробуждением, просветлением тоже вся разрушается.
То есть вся эта конструкция, она рушится. И 59.6, он больше выступает в роли сейчас а, воспроизводства. Это может быть такое, знаете, плодотворность, это может быть бизнес, разные бизнесы. Вообще, если говорить про конкретный бизнес, это канал ИВА, каналы большого бизнеса. Поэтому Нике нечего делать в маленьких организациях. Ей нужно идти туда, где прям вот куча народу, прям что-нибудь такое, знаете, динамично развивающийся какой-то бизнес, и больше 80 человек там должно быть желательно, ну, по крайней мере, больше 16. И Ника в этом пространстве, вот когда она одна, Нике может быть страшно взаимодействовать один на один с человеком. То есть здесь возникает страх интимности, хотя, наоборот, нужно идти в эту интимность, эту нервозность. Эмоционалы, определенные эмоционалы очень часто избегают этой нервозности. Но для вас, друзья, для тех, у кого эмоциональный центр определен, ваше прям важное правило, когда начинается нервозность, это значит, что ваш химический процесс пошел. И вам не нужно убегать, вам нужно, наоборот, оставаться, ждать ясности. То есть прям пройти через это, через ваш страх, в некий, в частности, страх интимности. Надо посмотреть, кстати, те, у кого открытый центр, у кого шестые ворота есть. Сейчас глянем. Вот у Алены тоже, Алена Фомичева написала, что будет. Так, Алена, то есть это тоже может время от времени возникать, потому что включаются ворота кем-то другим, то есть которая знакома. Вот, страх интимности. Но когда вокруг Ники много людей, гораздо проще. То есть Ника отвечает в больших сообществах за взаимодействие. Ники рассказывают какие-то тайные истории, с ней очень много делится. И Ника видит реальную проблему человека, не то, что он являет, не эти маски наши, то, что у человека реально в душе, там, то, что он чувствует. И поэтому Ника может объединить людей, по сути, она отвечает в больших организациях за вот это объединение, за взаимодействие, за склеивание людей. Только это может вести к плодотворности конкретно взятого бизнеса. То есть без этого, без склеивания людей, то есть когда, знаете, кто в лес, то по дрова, ну, никто никуда не идет. Я бизнесменам рисую очень простую картинку. Вот есть направление, да, вот, например, у меня, да, я делаю что-то. И есть такой закон управления системами, каждый новый элемент системы меняет всю систему. То есть если я, например, двигаюсь куда-то, я беру человека в свою работу, в команду, например, да, у человека задачи не такие, как у меня, они там прям противоположные. Ну, например, у меня там задача построить сейчас сообщество, а человек говорит, да нафиг это сообщество, там, ну, внутри своей головы он там думает, там, в общем, у меня другие задачи, и он будет бессознательно тащить организацию в другую сторону. Понятно, что когда организация большая, это незаметно, но таких вот много незаметных разных людей, которые тащат какую-то свою сторону и создает вот этот, якоря, да, для этого бизнеса. Поэтому очень важно, чтобы люди двигались в одну сторону. И для того, чтобы это произошло, чтобы не было этого серпентария, да, особенно когда женский коллектив, я думаю, что те, кто работали в женском коллективе, хорошо знают, о чем я говорю. Э, Важно, чтобы люди объединялись. Не чтобы вот это склеивание и племенная энергия отвечает за склеивание. И вот Ника, собственно, отвечает за это. И ну, про селезенку мы потом поговорим. И, собственно, это в ее случае связано и с творчеством, и с деньгами в том числе. То есть ее финансовым, не только финансовым, это вообще, в принципе, успех в жизни, материальный успех в жизни. И развитие ее собственного творчества. И здесь не нужно пытаться быть кем-то, да, потому что открытый G, здесь нужно быть собой, вот этим избирательным каким-то способом, своим собственным двигаться. Причем шестые ворота у нее находятся в Солнце. То есть трение-конфликт, через трение-конфликт ты вскрываешь людей, и они тебе говорят, там, делятся своими настоящими проблемами, ты даешь поддержку этим людям, объединяя людей вокруг себя, не давая организации распасться. Вот. Так, у нас есть еще люди, Алена и Марина, те, которые заявились о себе, напомню. И здесь индивидуальные волны, индивидуальные. Индивидуальность работает по-другому совсем. Это всегда тема усиления. Это либо
энергии, либо нет энергии, либо вкл, либо выкл, либо там я могу звучать, я могу говорить, либо я не могу говорить. Это фрики, это всегда какое-то свое уникальное движение, это аудиальная энергия, которая работает в настоящем, то есть связана с слухом, музыкой, все, что связано со звучанием. И это не только звучание как бы внешнее, это звучание внутреннее. Уран, например, все были каналы индивидуальные, помните, он получил уже никак, Катя, все. Я писала о том, что на эфире я уже не смогу. И Ра получил, помните, да, у него все каналы были индивидуальные, это голос. Мы сейчас не про эмоциональный центр вообще говорим, да, что канал индивидуальный– это звучание. Вот, и он услышал голос и передал нам это знание. Вот, и здесь у девочек Алена и Марина, это, а, смотрите, я хочу, знаете, еще что показать вам. Я вам показывала про топливо потенциал, возможность выражения. То есть здесь у обеих, это у нас два манифестора, да, и у обеих есть выражение ясности, но нет как бы, топлива, да, нет топлива. То есть здесь важно очень получить какое-то правильное топливо. Опять же, вы не знаете, что вы ходите там по всем ищете, есть ли у них там топливо или нет. Это случается через транзиты, кто-то мимо проходил, оно просто случается. То есть вам нужно дождаться вот этого правильного как бы, э, толчка для своей собственной ясности. То есть время нужно дождаться, когда ваша энергия включится. Она включится, у вас такое, ага, я знаю. И вот нужно подождать этого, я знаю. И пока вот этого я знаю не будет, молчите, просто молчите, наблюдайте, ждите. Более того, я могу сказать, что как только, особенно это касается Марины, если Марина пытается себя торопить, ну, то, что нужно прямо сейчас же какое-то решение, например, дать. Прямо сейчас нужно, вы еще манифесторы, вам хочется прямо сейчас повлиять. Не сработает так. Чем больше будете себя торопить, тем медленнее все будет происходить. Поэтому, друзья, основной посыл мой, чем медленнее ваша трансформация, чем медленнее вы идете куда-то, тем надежнее у вас будет мутация ваша. То есть не нужно торопиться, все произойдет само. Вам нужно сдаться в своей собственной силе и а, быть таким наблюдателем. Мы об этом как раз будем весь апрель, да, про наш ум, как работает ум, как это работает конкретно у вас, как конкретно вам свой ум включить правильно, чтобы он был ясным, а не таким затуманенным. Причем пока вы это не проживете, вы даже не поймете, в каком тумане вы живете. Я по своему опыту скажу, это абсолютно так. То есть вот эта энергия, еще раз, да, она работает в режиме включенность-выключенность. И если у вас нет ясности, у вас как будто нет сил, то есть вы выключены, у вас выкл, да, такой, сил нет пока. А вы манифестор вообще не для того, чтобы работать, да, вы здесь не для того, чтобы пахать. Вам нужно подождать, когда этот вкл случится, и тогда вы говорите. И вот здесь важно сказать, заявить, проговорить. Если вы этого не делаете, а часто манифесторы этого не делают, потому что есть там прежний опыт детский, молчите, типа за умного сойду, то тогда эта энергия, она как бы начинает вас разрушать. То есть она должна быть выражена, понимаете? То есть энергия должна быть, это очень мощная энергия, должна быть выражена, заявлена. Но не просто заявлена куда-то, она должна заявлена быть тем, на кого конкретно она влияет, эта энергия. То есть, допустим, вы решили поехать куда-то, вы говорите всем, кого это касается, своим близким. Вы говорите своим близким, там, кому-то, да, кого это касается, там, на работе, например. То есть вам нужно проинформировать. Если вы не информируете, друзья, если вы два манифестора, Алена и Марина, если вы не информируете, вы получите сопротивление, палки в колеса. Вот сегодня Сергею писала об этом как раз. Вы получите саботаж. И вам кажется, что если вы перестанете информировать, все будет лучше, все будет как бы круче, но все происходит наоборот. То есть пока вы не начнете говорить, заявлять, да, о своих вот этих знаниях именно, которые рождаются через прожитые волны, ничего работать не будет. Понимаете? Есть у эмоционала, есть каналы с топливом, но нет каналов на выражение. Ну, вот у меня тоже, допустим, топливо, у меня нет на выражение. Я, собственно, поэтому в зависимости от группы говорю, смотря кто приходит, там, собственно, та информация и выходит из меня. Какие-то вопросы. Для меня, например, вопросы очень важны.
Если меня спрашивают, мне гораздо легче говорить. Если я просто говорю, просто в никуда, знаете, это тяжелый очень процесс. Поэтому нужна какая-то внешняя стимуляция для открытого горла вопроса. Если это открытое горло, горло может быть определено же, либо сразу говорю, либо молчу. Но лучше говорить не просто сразу, да, с кондачка тогда, а когда есть ясность именно. Когда вы точно, тогда говорите. Сначала, конечно, это будет очень медленный процесс, скорее всего, да. Вот Алена говорила как-то, что у нее была ясность там 2 раза в жизни всего, если я правильно помню. Э, но если вы не дожидаетесь этой ясности, вы вообще никогда не созреваете. Это знаете, как вот я была когда маленькая, мама говорила о том, что я, ну, собственно, даже сама это помню, вот горох у нас там созревал, первые самые вот эти плоды, да, у нас там на даче были. Он там еще не успел созревать, я его уже съедала. Ну, то есть у гороха не было шансов вообще нормально вызреть, потому что его объедали еще на самом входе. Вот эта зрелость, и то же самое здесь происходит. Зрелость не происходит, если вы не даете возможности есть вообще созреть. Вы просто снимаете энергию свою на, ну, как бы недозрелые фрукты едите, можно так сказать, да, если так вот метафорически. Пока трудно понимать, где границы между тем, где я теряю энергию, когда говорю, когда информирую. Но это нужно один раз прожить, тогда у вас будет понимание. Один раз проживете, собственно, по результату можно увидеть. Смотрите, вот, по сути, индивидуальность. Я не знаю, какая у вас, Светлана, карта, я не вижу ее сейчас. А, У манифесторов каким образом это проявляется? То есть вот индивидуально. Вы запускаете мутацию. То есть вы через свой голос, если вы правильно информируете, все начинает шуршать, да, вокруг вас. В правильных людей, например. Ну вот я могу на примере человека, с которым я лично работала, это Шея Гикян, у меня очень много интервью с ней разных. Алена точно должна знать ее. Манифестор с 12-22. До того, как она узнала, что она манифестор, она была обычным менеджером, да, там, мудрая и все прочее. Но вокруг нее были всегда выключенные люди. Я сама лично все это видела, потому что мы с ней работали, как раз начали работать в то время как раз. После того, как она узнала, что она манифестор, она начала по-другому, иначе руководить, управлять. Она набрала других людей, команду, которые ее слышали. И это было очевидно, как это меняется, да, очевидно вот всем. То есть она повлияла не просто на свое предприятие, она повлияла на весь Екатеринбург тогда, я жила там. А, Вот, то здесь важно манифесторам понимать, что когда вы информируете, вы запускаете в других людях процессы. И если эти процессы запускаются, то вы делаете все корректно. Если у вас внутри покой еще вот важно, да, здесь, это делать важно из покоя. Когда у вас нервозность в эмоциональном центре, в определенном, есть нервозность, значит, еще вы не готовы, нужно еще подождать. Подождите, пока эта нервозность уляжется. И тогда выйдет ясность. Пена сойдет, тогда выйдет ясность, и тогда это будет настоящая инициация. И когда вы на гневе, да, на своем еще часто делаете, или просто на эмоциях, там, все, вот сейчас там, вы создаете хаос. То есть эту бурю, где корабли там качаются, и обломки потом прибивают к берегу. Понимаете? Манифесторы. Эмоционал, вернее, даже так. Понятно здесь? Алена, Марина. Пошли на разе манифесторы, которые собрала команда. Понимаю, теоретически, да, знаем. Супер. Супер. Ну, то есть поймите, что вы море. Вы море. И вот в каком состоянии ваше море, в таком состоянии все, что находится вокруг вас. Наблюдайте, как ведут себя кораблики рядом с вами, Алена. Какой процесс вы запускаете? Вообще, когда у нас бессознательная активация, как, например, у той же Марины, да, вся ее сила манифесторская, она бессознательная. У Алены ее манифесторская сила бессознательная. Это вообще единственный канал, который сознательный. Вообще манифесторы, бессознательные манифесторы, да и сознательные тоже. Вы можете видеть свое влияние по тому, как ведут себя люди вокруг вас. Если люди по стеночке отползают и пытаются как-то пройти мимо вас, чтобы вас не задеть,
чтобы вы их не заметили даже желательно. Это значит, что у вас какой-то низ волны, и вам сейчас точно ничего делать не нужно. Не надо ничего манифестировать. Пойдите там душ примите, погуляйте, просто у вас там есть целый список. Да, паркас рядом со мной крайне редко спокойно стоит. Ну, вот это говорит о твоем состоянии, Алена. И весь хаос вокруг нас, и бардак весь, он происходит потому, что эмоционалы не проживают себя корректно. Потому что их там постоянно штормит, и они пытаются этот шторм как-то прикрыть газеткой, типа все хорошо со мной. Это не помогает, только усиливает процесс. А рядом люди, и баркас, их там разматывает так, что э, вот мы всякие там дурацкие вещи совершаем. Причем мы же думаем открыто эмоционально, что это с нами что-то не так. Что это мы очень эмоциональны, да ведь? Это мы очень эмоциональны. Давайте поговорим о тех, у кого открытый эмоциональный центр. Я начала с тех, у кого какие-то ворота есть. Смотрите, вот ворота, видите, у Марики 49-й, 55-й ворота. У Натальи 55-й ворота только. У Алены 55-й, и 30-й, и 36-й ворота. Вот. Это значит, что вот темы этих ворот вам будут точно понятны. То есть вы будете так или иначе проживать эти темы, сознательно или нет. Например, по теме есть 37, 40, 59, 6, генератор 1, 3. Угу. Ну вот, племенная. Племенная. То есть это люди, это сообщество как раз. Свои люди, свое сообщество. Вы клей для этого сообщества. Но вот если вы, вот знаете, клей, который там пенится, что вы там склеить можете? Для того, чтобы вокруг вас сообщество клеились на самом деле, да, вокруг вас были люди, вам и нужно быть в этой эмоциональной зрелости, в эмоциональной ясности. То есть не торопиться. 3740 вообще отвечает за правила, да, за законы этого сообщества. Вот у Марики тоже есть тема 49-е ворота. Это ворота революции, принципов и ворота власти. И время от времени вот Марика, она такая воздушная девушка. Да? Если вы посмотрите, какие картины она пишет, там цветочки, видите, там все желтенькие. На самом деле это вообще не хорошая девочка далеко. И так, это чисто прикрытие, да, этого. Внутри там живет дракончик. Да, Марика? Вот одна как раз цветочками прикрывает своего дракончика. И Марике очень важно, чтобы ее голос был услышан. Ее голос был услышан. Вот. И на самом деле, пока мы пытаемся прикрыть свою настоящую жизненную силу, мы транслируем вовне фальшь. И поэтому нас не видят. Потому что мы одни, ну это же видно, да, когда человек фальшивит. То есть он, например, ну представьте, я сейчас начну играть в такую, знаете, там, ведическую женщину. Наверное, кому-то бы и хотелось, там, моим друзьям, там, где-то меня там осадить. Но если я играла в это, поверьте, я каждый раз подходила к границе между жизнью и смертью. Вот недавно с Сергеем разговаривали, есть наш любимый с ним оказался вместе писатель Сергей Алексеев. Я всем рекомендую прочитать его книги. Всем. «Сокровища Валькирии», «Волчья хватка». Всем живущим в России особенно. Ну, в общем, те, кто вышли родом из России. И там есть женские образы. Там есть Дара, есть Валькирия. Вот, мужчинам хочется иметь Дару. Дара – это такой образ женщины, которая служит мужчине, что рядом, она ради него, там, она все для него делает. Вот, если такие, как Марика и я, будут играть эту Дару, Дара долго не будет жить. Она просто умрет. Как, вообще как человек, как личность, как женщина, как тело физическое. Понимаете? Мы с Дарой Валькирии, если образы эти брать. И с такой женщиной, конечно, мужчинам тяжелее гораздо. С такой же женщиной может не каждый мужчина вообще как бы рядом находиться. И вот сам Сергей Алексеев, у него жена тоже вот с такими, как у Марики, каналами. С 3420 там у нее, Станислава. У нас тоже с ней был несколько эфиров. Вот Марика, посмотрите, она тоже художница. И какие образы она транслирует. Вообще другие совершенно. Это образы
образа силы, такой природной силы. Да, там есть милые такие, все, но она свою силу не скрывает. Дракончики, так все мы красивые. Если мы, смотрите, если мы проживаем свою собственную энергию, мы красивые. Даже если мы внешне, там, может быть, там, нет у нас этой какой-то канонической красоты, но мы становимся красивыми. Даже если там узкие губы у нас, там, не знаю, груди нету, ну, там, нос большой, мы красивые. А если мы, даже у нас, вот Волочкова посмотрите, я сильно, конечно, не люблю говорить о публичных людях, вообще не люблю. Но вот Волочкова, она изначально красивая женщина, потрясающей красоты. Согласны? И вот человек, который себя довел до такого состояния, потому что она не проживает свою природу. Она находится вот в этом зараженном состоянии. Всем привет. Ну вот, друзья, те, кто уже позже присоединились, ну, как бы сейчас я карты сделать не смогу уже. Я уже говорила, только присоединюсь. Да, карты сделать, вы напишите нашему администратору, она вам сделает карту, и потом в эфире просто посмотрите. Мы разбирали и на прошлом занятии. У Натальи, у Алены и у Марики есть общая тема 55-й ворот. 55-е ворота это ворота пробуждения духа. Цветочки не рисуют. Ну, я просто в детстве дочки ваши увидела, поэтому про цветочки. Ворота пробуждения, вернее, это изобилие духа. Изобилие духа я. Это как раз та энергия, когда мы с этим дракончиком, вот если Марика соединяется с дракончиками, вернее, соединяется со своей этой силой драконьей, вот эта валькирия, да, она наполняется изнутри. И, собственно, 55-е ворота, они помогают увидеть, по сути, это датчики внешние, это не твой индикатор, да, это внешний датчик, который помогает увидеть и Марике, и Наталье, и Алене. То есть, с одной стороны, это нас как бы захватывает, да, эта тема. Это часто очень приводит, кстати, к заеданиям разным, да, вот наполнить себя как бы изнутри. Поиски романтики нам хочется, все. Но это внешний датчик, на самом деле, внешний датчик. И время от времени он у вас включается. И вы можете определить через этот внешний датчик, насколько то, что вы встретили, оно наполняет вас. То есть не искать этого наполнения через еду, романтику, опять же, секс тот же самый. Я, Марина, сейчас не буду карты смотреть, я предупреждала. Я беру только тех, кто заявился заранее. А, Так, у нас осталось 10 минут, так что давайте мы закончим разбор. Дайте мне время, чтобы закончить. Еще раз, смотрите, вот когда открытый эмоциональный центр и открытый эмоционал, это часто очень люди, которые ищут наполнение, вот это эмоционального наполнения как бы снаружи, в каких-то очень эмоциональных сферах, кино какое-нибудь там суперэмоциональное, да, книги, где там куча эмоций, еда, секс, как я уже говорила. Эмоциональные наркоманы. То есть мы ищем эмоций. Тем, у кого, как вот у Марины сейчас выслала карту, это собственный допинг, да, внутренний, там постоянно их качают и так. А открытый эмоционал ищут вовне этого. Так вот, это становится очень часто таким интоксикацией становится. Потому что открытые эмоционалы могут определить эту тонкость. На самом деле мне туда нужно или мне туда не нужно. Там на самом деле есть это наполнение духа, там дух вообще открывается или нет. Не с этим стоит вообще соединяться или нет. Вот знаете, как в ложном я. Я на примере алкоголя, мне кажется, такой очень хороший пример. Вот алкоголики, которые много пьют, им нужен градус. Им уже там не важно, что пить, они уже не различают это вкусы. Им важно, чтобы там был градус, чтобы там уехать. А есть те, кто пьют уже постоянно, но там тонкость, нужно тонкое вино какое-нибудь, да, там тонкий вкус нужен. Вот в ложном я открытые эмоционалы, это как раз такой алкоголизм, можно сказать. Я прошу прощения, это метафора, еще раз, метафора. Нам нужны какие-то такие супер эмоциональные штуки, чтобы нас пробить. Потому что очень часто открытые эмоционалы закрыты. Мы закрыты к восприятию, потому что это эмпатия. Это эмпатия. И чтобы что-то почувствовать, нам нужны какие-то супер эмпатичные, в смысле супер какие-то эмоциональные штуки.
А в истинном я мы чувствуем тонкость, тонкость. Понимаете, как вот вино, хорошее вино. Тем, кто из первой категории, не способен почувствовать тонкое вино. Им без разницы, там, 700 рублей это вино стоит, 500 рублей, 100 рублей оно стоит, или там 5 миллионов. Вообще без разницы. И вот вы способны увидеть, да, вот эти вещи через восприятие. То есть не искать это. У нас на практикуме другая форма жизни, вот которую мы делали, первый, второй, там, вернее, это сейчас третий уже у нас, третий поток, такой большой уже. У нас была девочка, Аня, она как раз ко мне в гости приедет, она стилист из Питера, и тоже открытый эмоциональный центр, прям хорошо, вот хочу объяснить вам. И мы делали практику с бумажками, помните, мы сами тоже ее делали, и выбрать между фруктом там, и средством для мытья унитаза. Она выбрала его, потому что она его, там его точно почувствуешь. То есть мы не можем не почувствовать что-то очень острое, что-то очень жесткое такое. Нас бьют, когда мы не можем не почувствовать, да, это. Но когда нас потихонечку гладит, как мы потихонечку прикасаемся, можем вообще не почувствовать. Но ум наш ищет именно вот этой яркости. Но она для нас очень часто токсична, понимаете? Как какой-нибудь там алкоголь, там, горючая смесь там, да, она токсична. Но мы не понимаем. А вот когда мы проживаем себя корректно, мы это чувствуем, понимаете? Чувствуем. И вот эти датчики, они ли работают на вас, становясь вашей мудростью. То есть эмоциональный центр – это центр мудрости для открытых эмоционалов. Либо становится вот этой ловушкой. И у Алены есть еще две темы. Это коллективные темы, это вот огонь, кризисы. И это тоже, кстати, вот поиски каких-то очень острых ощущений в мире, да, ну, то есть коллективные какие-то, независимо от людей, конкретно просто идти там в толпу, одна страна, другая страна, и искать эти острые какие-то ощущения. Но здесь для того, чтобы проживать корректно эти ощущения, нужно, конечно, быть наблюдателем. Вот как только Алена, как рефлектор, начинает вовлекаться во все это, ты уже перестаешь быть адекватной и видеть реальность. Есть у нас еще два человека. Это Сергей и Оксана, у которых полностью открытый эмоциональный центр. У меня такой же точно полностью открытый эмоциональный центр. И это люди, которые, с одной стороны, становятся очень жесткими, потому что это очень-очень восприимчивые люди. Понимаете? То есть это люди, которые очень тонко мир воспринимают. Это как раз там, супер сомелье какой-нибудь, да, супер там, гурман, который тонкие эти, ощущения ловит, эмоциональные ощущения. Но когда ты чувствуешь все, не хочется чувствовать ничего. И поэтому мы превращаемся, я тоже такая же, мы превращаемся в таких вот железная леди. Я вам уже рассказывала, что мне в 22-25 меня называли железная леди. Девочка, ребенок, еще 20 года я открыла свой первый бизнес. Я работала с заводами. Можете представить себе? Уральскими заводами. Там танки выпускают, там оружие какое-то. Я тут с этими людьми работаю. А, Вот. И в мире, чтобы выжить, открытые эмоционалы очень часто становятся такими жесткими. При этом, на самом деле, внутри живет совсем другая сила. Это тонкость, чувствительность. И вот ваша чувствительность, с одной стороны, она приводит к тому, что я вообще не знаю, что чувствовать. Такая неадекватность эмоциональная. Вы можете, ну, то есть вообще неадекватно себя эмоционально вести в какой-то там среде. Да, вы пришли куда-то, и начинает вас там разносить эта эмоция людей в той среде, в которой вы находитесь. Она просто вас разносит. Я помню, знаете, свою... Я пришла... Мне было, не знаю, лет там 9, наверное. У меня умер дядя. И дядя был мне руководителем техникума. Тогда до техникума еще были. У нас на центральной площади в Екатеринбурге. И его прощание устраивали в большом таком зале, знаете, там огромный такой зал, такими колоннами, там, высота потолков, не знаю, метров 5, наверное. Огромная такая, ну, по крайней мере, мне так казалось тогда, что это огромное что-то. Куча людей, и я просто рыдала, как вообще не в себя. Вот потом мне дали валерьянку, я начала ржать. Там. Ну, вообще, такой, абсолютно неадекватная история была. Вот открытые эмоционалы, вот такие, как Сергей, как Оксана, как я,
Это люди, которые очень часто, да, вот вообще они столько чувств ощущают. Потому что, например, в тех же похоронах там есть люди, которые радуются, что человек ушел, да, потому что им там место освободилось. А кто-то печалится, кто-то вообще не в курсе, зачем сюда он приперся, да. То есть очень много разных по-настоящему проживаемых чувств. Транслироваться это может, конечно, там, определенным образом, то есть маска, да, определенная, но в реальности проживается совсем другое. И вот Сергей, Оксана и я, мы можем ощущать весь спектр вообще без каких-либо ограничений. То есть девчонки, которых мы смотрели, это Марика, это Наталья и это Алена. Там вот эти есть триггеры, да, вот эти крючочки, да, вот эти спящие ворота. И поэтому там все равно есть какая-то определенность. То есть поток идет все равно через русло. Ну, как вот селевой поток идет, он идет в какое-то русло. А у нас нет этих русел, понимаете? У нас вообще все. Все одновременно. И тогда-то их людей так разносит сильно, что они потом закрываются, вот, сейф дверь, и вообще ничего не чувствуют. И поэтому пробить можно этих людей, нас прям ну, там, что через очень серьезное что-то. Вот, при этом это люди, которые обладают потенциалом уникальной мудрости. Именно эти люди, которые могут видеть вообще весь спектр, да, то есть без ограничений каких-то, без ограничений. То есть здесь живет колоссальная мудрость. Очень много актеров, режиссеров голливудских, таких известных, у которых открытый эмоциональный центр. То есть это продавцы эмоций. Зачем мы идем в кино? Чтобы прожить эмоцию, любовь, там, страдания. Сейчас фильмы посмотрите, те, которые вот такие топовые фильмы, там у всех сплав, такой сплав эмоциональный, что ты выходишь, тебя там просто вообще в разные стороны, как ты фейерверк такой, в разные стороны тебя там просто разносит. Возьмите тот же «Аватар». И любовь, и страдания, и там боль, и вообще все на свете. Недавно посмотрела фильм «Вавилон» с Брэдом Питтом. Оказывается, их два, вот который второй фильм. Вот как раз для открытых эмоционалов, посмотрите, там просто в конце фильма как раз этот фейерверк весь эмоциональный. Вот такой очень хорошо фильм демонстрирует весь спектр проживаемых эмоций. Вот. Вопросы. Вопросы. Кстати, вот можно увидеть эмоционалов определенных и открытых по поведению. Ой, Марина Демьяненко, блин, ну, поздно ты пришла уже. Потом тебе по секрету скажу. Открытые эмоционалы – это, как правило, люди, которые выглядят очень эмоциональными. Вот я, например, да, когда рассказываю, то могу руками махать и все прочее. А определенные эмоционалы, у них, как правило, они очень спокойные снаружи кажутся. Они даже, вот я училась у многих людей с 37-40 как раз. Вообще тем, у кого эмоциональный центр определен, вот в дизайне человека первые учителя, те, которые ура учились, они все эмоционалы, ну, почти все. Вот все, у кого я училась, они все эмоционалы. И, может быть, вы наблюдали, эти люди вышли из ошевских коммун, и у них есть вот эти ясенские имена, там Аллакананд, он так, Мануэль или Мигель, сейчас не вспомню, заявляет себя как Аллакананд Диас, да, там, Петр Шебер тоже эмоционал, там нет имени, по-моему, у него, Снясинского. И зачем мы туда шли? Тем, чтобы успокоить свою эмоциональность. Вот, Алена, да, говорят, что холодная. На самом деле холодная. Почему? Потому что внутри постоянно кипит. Вот у меня есть мультиварка дома. Чтобы вот это кипение там произошло, должна быть такая толстая стеночка, да. И мы надеваем маску, причем это же привычно, это же постоянно происходит. Это же постоянно происходит, и вы прячете эти эмоции внутри, это кипение, все. И с виду кажется, что очень холодное. Но при этом как раз, вы фоните, вы же не можете не фонить этим. И народ рядом с вами качается на этих волнах, а вы думаете, что с ними происходит, ненормальные какие-то, что ли? Марин, ты определенный эмоционал, да, ты определенный. Меня тоже называли железной леди к времени, когда руководила департаментом внешней женщины. Женщинка, да. Тоже вот, да. Это Марика же, да, написала? Вот. Да не надо нам быть железными леди, нас сломает. Вот, Марика, вот как раз мы можем сломаться. Наша чувствительность – это инструмент взаимодействия с миром.
Вот если нам показалось, значит, нам не показалось. Нам нужно доверять тому, что мы считываем из пространства. Доверяя, Марика, тебе, да, доверять своей интуиции, своему чутью. Своему чутью. И я хочу сказать, что вот девочки вам, нам и Сергею тоже, хорошая девочка, там, хороший мальчик, это мертвый мальчик, мертвая девочка. Мы убиваем себя просто вот на корню. Понимаете? Мы разрушаем свою собственную силу. Вернее, даже так, мы блокируем свою силу, а сила нас разрушает. Она нас разрушает, эта сила. Поэтому важно быть... Понимаете, у вас еще вот правое тело, Марика, так, Наталья, Алена и Оксана. Это правое тело. Правое тело – это как губка. Вот вы улыбаетесь, да, а ваше тело впитывает все дерьмо, которое льется из других людей. Понимаете? То есть льется от других. Ну тогда фотографию поменяйте. Что это такое? Это вообще никак не соответствует тому, чем вы являетесь. Какие картины рисуют 55? 55 скорее про звучание, на самом деле, про звук. А какие картины Марика? Ну, мы делились. Марика, еще раз поделитесь уже в другой форме жизни. Поделитесь своими работами. Я могу выслать те работы, которые делает, вернее, Станислава. Вот у нее тоже 3410, 3420, извините, на 3.5. Манифестирующий генератор, да. Вообще не жмитесь, делитесь своими вообще там, своей жизнью. Для вас наше сообщество должно стать домом, то есть где вы можете получить основу, базу для себя. Поэтому чем быстрее мы подружимся, тем будет лучше. Это очень ресурсная история всегда. Потому что в сообщество вообще... У меня всегда собираются люди, которые вот, ну, не просто так собираются. Никогда не бывает просто так. И если начнете делиться, вы будете и сами ресурсом для других, и вы получите ресурсы нашего сообщества. Вот, друзья. Ну все, нам пора завершать. Я вас обнимаю. Еще раз напомню, что мы с вами будем вот этим заниматься следующие 2 месяца. Мы будем смотреть, кто мы и где мы. Классная картинка. Кто мы, где мы. То есть в апреле будем говорить о теме «Кто я?». Да? Мы будем разбираться с аджной и теменем. Будем разбираться с PHS и мотивацией весь месяц. При поддержке уже практикующих студентов, гидов. Меня, конечно, я никуда не деваюсь. В апреле, вернее, что у меня сегодня, в мае мы переходим в G, там будет очень сильное изменение вообще в мире, и поэтому, если у вас нет укорененности в себе, вы не понимаете, что является вашей дорогой, вас может опять унести куда-то. И опять цена по всей программе. Для зрителей 2000 вы просто приходите на эфир, вы смотрите, слушаете, у вас запись остается, вы можете потом пересматривать. А для практиков там 5. Ну, плюс там копейками какими-то. Для тех, кто идет уже в индивидуальный процесс, вернее, в групповой процесс по индивидуальным картам. Цена, ну, как бы вообще сильно небольшая, учитывая стоимость. Вообще консультация стоит там, от $150. Это там, те, кто начинают, только работают. Завершение программы, в каком месяце мы идем постоянно. Мы рассчитываем, что этот процесс будет от сообщества на постоянной основе. Мы пока планируем его на год. То есть вы можете заходить, выходить. Единственное, что когда вы заходите, это будет другая уже цена. Мы, скорее всего, будем цену повышать. Пока такой легкий вход. У нас была задача
сделать такой легкий вход для всех, чтобы вы могли легко войти и получить максимальное количество возможностей в нашем сообществе для себя. То есть это сообщество, задача его дать вам поддержку в вашем личном процессе. Это ежемесячный тариф. Ежемесячный тариф просто у вас каждый месяц будет списываться. Если вы хотите заранее заплатить, у нас была такая договоренность, что мы там несколько месяцев дарим в подарок. То есть на 20% минимум скидка будет, если вы хотите сразу за год заплатить. А так 2000, те, кто зрители, просто смотрят, там, те, кто про центры, там, информацию мы даем. И практики– это те, у кого идет работа уже в группе. В группе по картам, по индивидуальным картам. Ну, понимаете, как бы я это делаю, я уже говорила всем, я это делаю так, как я бы хотела, чтобы сделали для меня. И если как бы, то есть моя цель не выполняется, она не выполняется, да, то есть зачем тогда я делаю? У меня эго открыто, я не то чтобы ради денег. Деньги– это как аплодисменты Вселенной, это вот недавно сказали. Это уже как бы следствие, да. Но первичная задача– это сделать так, как бы я хотела, чтобы со мной работали. Чтобы меня вот так вот ввели вот, в тему. Не мне самой пришлось копаться, там, ковыряться, искать все. Чтобы мне помогли корректно войти. Собственно, в этом и задача нашего сообщества «Другая форма жизни». В этом задача. Поэтому, если вам отзывается, я буду очень рада вашему участию. Там группа уже собирается, там что человек уже 15 есть. Поэтому прыгайте, пишите, я вас туда включу. Итак, смотрите, это процесс сопровождения, групповое сопровождение. Мы планируем на год, просто потому что 27-й год. И видите, как бы, когда ты не понимаешь, что происходит, когда ум не понимает, и если вы пока еще не в своих энергиях, ваш ум не понимает, ваш ум начинает вас, знаете, там, тревожность начинает рождаться, начинается паника, и мы начинаем совершать очень странные поступки. А когда у вас есть какое-то место, где вы можете успокоиться, да, где вас могут заземлить, где вас могут вообще привести в состояние адекватности, это как бы гораздо жизнь становится легче, намного легче, и вы не теряете свой фокус собственный. Если бы мне это дали, такую возможность, я была бы просто очень счастлива. Но, к сожалению, я не знаю ни одного аналитика в дизайне человека, который бы давал то, что даем мы. Ни одного не знаю. Плюс у меня есть психологическое образование, у меня в этом отношении очень большой опыт, потому что я всегда этим занималась, становлением людей, даже имея там свой бизнес, я занималась именно этим со своими сотрудниками. Мне помогала им оставаться на своем пути, вообще вставать на свой путь. Потому что приходили всегда ко мне такие потерянные, разные приходили, но очень много людей, девочек, мальчиков, ну, девочки в основном, конечно, у которых была очень непростая судьба, и шансов вообще встать на ноги не было никаких. И получалось. Многие вообще очень успешны сейчас. И я считаю, что это очень круто. Видеть эти цветочки, которые распускаются рядом со мной. Это моя задача. Это то, ради чего я, собственно, все это делаю. Вот, мы, друзья, с вами немножко уже забрали время. Мы можем сделать отдельный эфир, можем даже во вторник собраться и сделать отдельный эфир по тому, как все будет устроено. Я проинформирую отдельно вас и расскажу вам подробно, потому что мы еще формируем, так еще, видите, нет готовой схемы. Никто этого не делал раньше, готовой схемы нет. Есть готовые психологические схемы, причем в разных школах разные схемы. Есть там в дизайне человека там какие-то свои схемы, но мы создаем нечто такое, сплав того и того, потому что одно без другого не работает. Не работает. Я могу это прямо вот со всей уверенностью сказать, не работает. Потому что есть ложное «я», наша психика, которая не пускает, она не дает возможность соединиться со своей жизненной силой. Для этого нужна психология. И
Дизайн человека помогает понять, там, как нам конкретно двигаться. Ну, собственно, вот, мы на сегодня заканчиваем. Еще раз приглашаю вас продолжить. Я повторюсь, что я считаю, что это очень круто. Объективно. Объективно. И учитывая то, что будет происходить с нами в будущем, то, что нас ждет в 2027 году, и, собственно, это уже происходит, это уже, ну, то есть Дубай, все эти дела, это уже, ну, невозможно это скрывать. Нас ждет супер кризис, который никогда мы раньше не проживали, никогда. И, конечно, огромное количество людей уйдет в осадок, э, если нет своего фокуса, если нет. Во время кризиса хочется спрятаться. То есть ум хочет спрятаться, я не понимаю вообще, что такое, и все. И мы уходим. Жизнь идет дальше, она двигается. Если вы хотите остаться включенным в эту жизнь и остаться успешным, да, в этой жизни, важно слушать свою собственную силу, стратегию авторитет, а не страхи в голове, которые ментальные наши страхи, которые не дают как раз возможности двигаться. Более того, есть еще эффект краба, кто знает. В чем заключается эффект краба? Сами уже даже говорили об этом. Вот когда вы находитесь, у вас, допустим, особенно девочки, да, у вас семья, там дети, муж, особенно если когда есть какой-нибудь там такой муж прям старой закалки. И если еще особенно вы не умеем обращаться с мужчиной как бы корректно, начинается битва. То есть вы, когда начинаете расти, среда будет пытаться оставить вас на прежнем месте. И затягивает, да, зачем тебе это надо, опять ты куда-то пошла или пошел, у тебя там дети, и начинается вся эта история, да, и начинается, и все, и никто никуда не идет. И, ну, прям видно же по женщинам, и по мужчинам, собственно, видно, да, мы там улыбаемся, да, у нас свет на лице есть, или у нас лицо похоже на куриную гуску. Все на лице написано, все написано на лице. Так, чуть не могу найти, ну, блин, эту картинку, ведро с крабами. Да, Сергей, ну, мы не сильно там его да, конечно, я смотрела. Вот "Эффект с крабами". Но здесь, конечно, про цель, какая-то вот там цель. Я знаю точно, я как человек, худеющий там всю свою жизнь, когда начинаешь говорить о том, что я, там худею, или люди, которые бросают пить, тоже это самое могут сказать, что начина или курить бросают, да, что начинается вокруг. Сразу какие-то тортики появляются, да, сигареты там. То есть, сообщество, в котором мы находимся, будет пытаться вас оставить на прежнем месте. Когда, нет у нас внешней опоры, вот сообщество, по сути, и будет для вас, вот это должно стать вот этой внешней опорой, за которую вы можете зацепиться, чтобы вас не утянуло обратно в то болото, в котором вы были. То есть это такой переход реально на другой уровень. По сути, что я делаю в своей работе? У меня как раз только есть топливо и потенциал. То есть я для людей, которые приходят, я топливо. Я топливо для вас. Я вас выталкиваю на вашу собственную орбиту. То есть для того, чтобы перейти с одной орбиты, вот этой орбиты ложного «я», на собственную орбиту нужно очень много усилий. Потому что вот эта вся история, она имеет племенную основу, а племенная основа – это клей. То есть оно вот так вот вас держит. И если вы будете оттуда выбираться, оно будет вас утягивать обратно. То есть ваше старое сообщество будет вас утягивать обратно. Давайте я вам даже дам домашнее задание. Вот попробуйте до следующего занятия, когда мы с вами увидимся. Вообще, во вторник мы планируем сделать такую очень простую практику. Вот у вас несколько дней. Попробуйте поощущать, когда вы с человеком общаетесь, вы с ним что ощущаете? У вас идет рост, не эмоции, да, не эмоции, а вы начинаете чувствовать вот это усиление своего внутреннего, у вас решимости больше добавляется в том, чтобы жить своей жизнью. Или вас, наоборот, прибивает, вам никуда не хочется, вам хочется там, поесть, полежать, выпить, там, съесть что-нибудь неправильное, пойти куда-нибудь в неправильное место. Кто ноет, да, вот кто ноет, а кто вдохновляет. И вот попробуйте поубирать из вашей жизни тех, кто ноет, тех, кто вас топит, тех, кто оставляет вот здесь.
И вот наше сообщество, оно должно стать для вас этой базой для вдохновения, потому что по-другому не выбраться. Ну, не выбраться по-другому. Одному можно, но для этого нужно иметь... Ну, слушайте, одному, я скажу честно, одному все равно должны быть люди рядом. Вот я, собственно, даже и по себе у меня был очень большой такой опыт наблюдения, взаимодействия с людьми. И я была организатором там, тренингов и все прочее. И это всегда есть кто-то, да, об кого ты можешь поговорить, об кого ты можешь там опереться, на кого можешь опереться, об кого ты можешь увидеть какие-то там другие вещи по-другому. Человеку нужен человек. Мы не отделены от мира. И мы с вами смотрели, помните, вот такое видео? Это метрономы. Вот метрономы, когда они... Видите, они сейчас в разные стороны танцуют. Давайте даже вот на эту посмотрим видео. Там уже много. Вот все метрономы, их по-разному включают. И через некоторое время они начинают двигаться в одном таком ритме, в одном режиме. И вот сообщество, в котором вы находитесь, будет вас как раз, ваш резонанс будет менять. А, Сообщество, которое мы создаем, это сообщество вот этого здоровья, да, вашей собственной чистоты. И, ну, как я уже говорю, я считаю, что это очень круто. Это не то, что круто, это необходимо. Это просто необходимо для того, чтобы как можно больше людей перешли в новую форму жизни, в новый мир, о котором мы вообще ничего не знаем. Там нет правил. Там нет таких правил понятных, как было в 37-40, да, как в то время, в котором мы сами родились, все, без исключения. Это та частота, которая началась там 400 лет назад, и она вот до 27 года, буквально вот уже завтра заканчивается. Как раз 37-40, вот у Марины, 37-40, это правила, это какие-то законы, такая вот внутренняя этого конкретного сообщества какая-то чистота, да, мои, не мои люди. То есть сейчас этих нет правил. Все, нет никаких правил. Забудьте о правилах. Они больше не работают. Есть только ваши собственные правила, ваша собственная интуиция, которая помогает вам в этих правилах выживать. И все. Ну что, еще раз приглашаю, жду вас в нашем сообществе. Ссылку я выложила. Те, кто на практикуме, да, у вас эта ссылка есть. Те, кто еще не на практикуме, регистрируйтесь и ждем вас уже во вторник на работу. Мне очень нравится слово «работа», но в личную трансформацию. А те, кто заходит в марте, получают сразу 1,5 месяца, то есть март и апрель. То есть вы сразу уже на 1,5 месяца заходите. Ну, спасибо. До встречи. Всем пока.